20 апреля на календаре, понедельник, день недели, и мы вновь встречаем утро вместе с вами, дорогие друзья, в эфире утренней, самый на нашем телеканале, самой уютной и семейной программы «Утро Якутия». Телеканал «Якутия-24». Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, настраивайтесь на неделю правильно, а точнее вместе с нашей передачей на ваших любимых телеканалах. Да, сегодня будем, как обычно, рассказывать что-то и интересное, и полезное, и познавательное, и даже историческое что-то обязательно будет. Все это в ближайшие чуть меньше часа, поэтому отличный повод вместе с нами начинать свой день. Да, ну а пока мы спали, у нас, конечно же, много чего в мире произошло. Отдыхали, спали, да. И вот, например, одно из этих событий: в Китае роботы снова удивили мир. На этот раз на полумарафоне в Пекине. Робот по кличке Молния пробежал 21 километр за 50 минут 26 секунд. И при этом он побил мировой рекорд человека, потому что, напомним, что лучшее время среди людей на этой дистанции 56 минут 42 секунды. То есть робот преодолел дистанцию почти на 6 минут быстрее. А всего на старт вышло около 12 тысяч человек и примерно 300 роботов от 100 разных команд. 5 из них иностранные. Машины бежали вместе с людьми, но по отдельной дорожке. Причем 40% роботов были полностью автономны. Остальными управляли дистанционно. И, к слову, если вы подумываете о таком железном друге, зачем-то, например, да, то китайская компания скоро начнет продавать человекоподобного робота на известной китайской торговой площадке. Вот. Ну вот мне интересно, для чего? Для чего такой робот человеку? Вот мы для чего-то это все развиваем, чтобы потом в конце было, что... И восстали машины из огня радиоактивного пепла. Вот, все шутки шутками, тем не менее, для чего это делается? Можно подумать о применении таких роботов, естественно, в каком-то хозяйстве, да, в производстве и так далее, потому что, с дальнейшим развитием они на себя могут там полностью взять какую-то физическую нагрузку, рабочую физическую нагрузку, грузить, перетаскивать и так далее. То есть, может, нам и какие-то самосвалы не нужны будут, просто робот будет поднимать так контейнеры и вот пешком. Которые бы облегчили нам, да? Облегчили, какую-то тяжелую работу. То есть все зависит от того, технологии всегда хорошо, все зависит от того, как и для чего их применять. И применять их можно абсолютно по-разному. Ну, а теперь самое время перейти и узнать, что у нас ожидает сегодня за окном. Сегодня в центральных районах днем ожидается 6-8 градусов тепла. В Заречной группе 6 и 7, в южных 4-5 градусов. В Вилюйской группе 5 и 8, в Нижленских от 3 до 6 градусов тепла. В западных от минус 1 до плюс 5, в Колыма-Мендигирской группе от минус 14 до минус 2, в Янских минус 2, минус 10, на северо-западе минус 4, минус 18. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 3 градуса, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 5 и 7 градусов тепла. От 5 до 7. Вот этот период, когда не знаешь, что надеть, пуховик или шорты. Уже не так холодно по утрам, это прекрасно. Но мы продолжаем. Понедельник все-таки день, когда просыпаться труднее всего. Выходные позади, рабочая неделя только начинается. Организм все еще в режиме такого медленного воскресного утра. Но сейчас у природы своя мотивация. Весна уже твердо стоит на ногах, мы в этом убедились. Снег вовсю тает, воздух свеж, и утро встречает нас не морозами, да, как это было, допустим, на позапрошлой неделе, а вот уже конкретным таким обещанием тепла. И наш спортивный инструктор сегодня решил с утра выйти на улицу. Традиционная зарядка пройдет на свежем воздухе, потому что лучшее начало дня – это движение под открытым небом, когда легкие наполняются весной, а тело просыпается по-настоящему. Вставайте, одевайтесь по погоде и повторяйте несколько минут активности на улице, и вы готовы к новой неделе. Всем доброе утро! Сегодня снова мы находимся на свежем воздухе на нашем городском пляже. Мы решили снова снять зарядку для вас на улице. Итак, Тамара, моя помощница, будет выполнять упражнения в облегченной форме, опираясь на эту опору. А я же буду выполнять упражнения без перекладины. Это будет у нас усложненная форма. Итак, начинаем.
Первое упражнение мы будем выполнять приседания. Тамара держится за рычаги и оттягивает таз назад. Шея у нас продолжение спины. Это упражнение очень хорошо для тех, у кого болят колени. Итак, мы делаем это упражнение 15-20 раз или 1 минуту. Я же просто приседаю. Обязательно мы дышим. Руки выводим вперед для равновесия. Улыбаемся. И раз, два. Отлично. Следующее упражнение мы будем выполнять махи в сторону. Тамара будет держаться за рычаги, я же буду держаться на весу. Корпус у нас наклонен чуть-чуть вперед, шея продолжение спины и отводим ножку в сторону. Так выполняем 15-20 раз или 1 минуту. Я же буду стоять на одной ноге и отводить ножку в сторону. Это, конечно же, усложненная форма. Вам нужно обязательно хорошо держать баланс. Я могу еще добавить мах в сторону. Дышим, улыбаемся и работаем. Отлично. Не забудьте сделать это на обе стороны. И в завершении мы сделаем самое популярное и полезное упражнение – отжимание. Итак, мы становимся напротив рычагов, опускаем туловище вниз, шея у нас опять же продолжение спины, ручки у нас вдоль корпуса. Так выполняем 15-20 повторений. Обязательно вдох и выдох. Когда мы себя выталкиваем, мы делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Это упражнение отлично подтянет вам ручки и ваши трицепсы. Наверное, скорее всего, такие перекладины есть в каждом дворе. Но если у вас такой перекладины нет, вы можете использовать столешницу на кухне. Итак, чем выше у вас опора, тем легче выполнять упражнения. Если вы еще не умеете отжиматься, то это самый лучший вариант. Конечно же, чем ниже, тем сложнее. Поэтому выполняйте зарядку обязательно. Выходите сейчас на улицы. Всех поздравляю вас с весной. Сегодня у нас замечательное солнце, и я дарю его вам. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В России к июлю готовятся изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Об этом накануне сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Речь идет о регулировании передвижения на электросамокатах, электровелосипедах, мопедах и моноколесах. Основной целью нововведения является распределение таких средств по транспортным потокам. По словам Шейкина, электровелосипед должен приоритетно передвигаться по велодорожкам, а при их отсутствии по правой полосе проезжей части. Также рассматривается возможность ограничения движения в местах с большим скоплением людей. Программа «Муравьев-Амурский-2030» подвела итоги учебного года, проходившего с 25 по 26 года. Результатом стали 57 выпускников с отличием, окончившие обучение. Оно проходило по 9 различным модулям, от стажировки в органах власти, так и до разработки своих проектов развития регионов, погружения в их историю и культуру. На данный момент в программу прошли порядка 200 участников, около сотни из которых были трудоустроены. Главная цель проекта – подготовить кадры для государственной службы и в Институт развития Дальнего Востока и Арктики. Для начала, наверное, стоит отметить географию наших модулей, потому что мы проехали достаточно большое количество регионов и побывали там от Мурманска до Благовещенска, да, посещали Забайкалье, Восточный экономический форум. То есть участие с первыми лицами и возможность получать знания, которые непосредственно они сегодня несут нам. Безусловно, такая программа важна, и, наверное, даже после 2030 года стоит ее продолжать. На данном этапе это уникальная вообще возможность, в принципе, за год увидеть в целом работу всех уровней нашего управления и
непосредственно принять в этом учение, создать проект, да, защитить его как бы, и быть полезным в целом региону. Росстандарт ввел новый ГОСТ на шиповник, который вступит в силу уже в сентябре этого года вместо предыдущего ГОСТа 95-го. Информация об этом появилась 16 марта на официальном портале Росстандарта. Уже известно, что согласно ГОСТу плоды шиповника должны быть чистыми, свежими, полной зрелости и без механических повреждений. Цвет при этом может быть от оранжевого до ярко-красного, но при этом равномерным. В документе отмечается, что содержание посторонних растительных примесей, веточек и листьев в плодах шиповника не должно превышать 1%. При этом излишняя влажность не допускается. Кроме того, транспортная упаковка должна иметь маркировки «скоропортящийся груз» и ограничение температуры. Весна в Среднеколымске традиционно ознаменована ярким событием, фестивалем, конкурсом детского творчества. В этом году праздник талантов собрал более 400 юных участников из всех 10 поселений района, а также гостей из соседних районов. За годы существования фестиваль помог раскрыть потенциал многим ребятам. Для кого-то он стал первым шагом в профессиональную сферу культуры и духовного развития. Конкурсанты соревновались в 2 номинациях – художественное слово и декоративно-прикладное искусство. Организаторы не скрывают амбициозных планов. Они мечтают превратить фестиваль в культурный бренд Арктики. Я хорошо выступила, и были прямо куча эмоций, когда танцевала. Я в то же время переживала и в то же время радовалась, что танцую. Танцы – это моя жизнь. Я просто живу на танцах, не знаю. Танцы – это моя любовь. Я хочу поступить на хореографа. Я постаралась, чтобы пройти во все эти, во второй тур и в гала-концерт. Это было трудно, но я прошла. В ДЮСШ номер 3 провели чемпионат Якутии по вольной борьбе среди ветеранов, спортсменов, любителей. Состязания среди борцов от 35 до 60 лет собрали 54 участника. Борьба проходила сразу в 5 дивизионах от 35 до 60. Участников также разделили и по весам до 62, 70, 78, 88, 100 и 130 килограмм. Среди них были многие титулованные борцы, в том числе и заслуженный мастер спорта России, победитель сурдоолимпийских игр Василий Стрекаловский до 88 килограмм из Сусь-Алданского района. Несмотря на сильную конкуренцию, 36-летний спортсмен одолел 3 соперников, заняв 1-е место в своей категории. Доброе утро. А в новостях мы слышим о цифрах, событиях, решениях, о том, что происходит на уровне города, республики и страны. Но есть перемены, которые начинаются не в кабинетах чиновников, а внутри обычных школьных коридоров. Там, где каждый день решаются вопросы не статистические, а человеческие. В Алдане в обычной средней школе номер 2 директор Оксана Шабалина вместе со своим коллективом доказывает, школа – это намного больше, чем уроки и звонки. Как им удается растить не просто учеников, а настоящую команду единомышленников, узнаем прямо сейчас. Сейчас у Оксаны Владимировны Шабалиной урок истории в 7 классе. По расписанию последний, однако рабочий день у педагога вовсе не подходит к завершению. Оксана Владимировна также является директором 2-й школы. И сегодня нужно выполнить еще массу дел. Оксана Владимировна прекрасный директор, очень добрый человек, прекрасный просто. Любые проекты, если у нас есть какие-то планы, задумки, все поможет организовать. Сфере образования Оксана Владимировна отдала более четверти века. Приход в профессию для нее был предопределен. В ее семье все педагоги. В настоящий момент у нас 3 директора. У меня сестра директор школы в Забайкалье. Моя племянница в Петропавловске-Камчатском директор школы. И я. Моя тетя была учителем. Моя мама начинала как библиотекарь в школе. И затем она продолжила работу в школе. Если о том, что свяжет жизнь с педагогикой, Оксана Владимировна знала с детства, то к преподаванию истории и обществознания пришла не сразу. В школе нашу собеседницу особенно привлекала лингвистика, и Оксана поступила в педагогический университет на факультет иностранных языков. Получив диплом, несколько лет работала в школе учителем английского языка. В школе возникла такая ситуация, когда мы оказались без учителя истории. А так как мой отец, он
знаток истории, я с детства, в общем-то, росла на книгах исторических, то для меня не оказалось проблемой пройти переподготовку. Я получила 2-й диплом, защитила дипломную работу и уже преподавать стала историю. 2 года назад Оксана Владимировна заступила в должность директора школы, и вновь учиться пришлось многому. Впрочем, необходимость получения новых знаний педагога никогда не страшила и не обескураживала. Есть сложные моменты быть директором, но очень интересно, потому что круг вопросов, он просто необъятный, начиная от хозяйственной деятельности, воспитательной, образовательной, работы с трудными детьми, работа с родителями, все это проходит через меня. Отношения нового директора с педагогическим коллективом сложились быстро. Контакт с учениками Оксана Владимировна тоже нашла легко. Впрочем, в общении с детьми у педагога никогда сложностей не возникало. Намного больше стало проектов, которые проводятся на нашей школе. Даже литературная гостиная. То есть все намного стало активнее вместе с ее приходом. Как известно, не только учитель учит детей, но и дети учителя. По мнению Оксаны Владимировны, уроки ребят не просто важны, они бесценны. Необходимо лишь уметь видеть и понимать эту науку. Порой дети могут научить и доброте, и взаимовыручке, и активности какой-то. Это безусловно. Мы у детей учимся, дети у нас учатся. Это взаимосвязанный процесс. К тому же дети нацеливают педагога на саморазвитие, поскольку их вопросы подчас заставляют основательно задуматься. Оксана Владимировна убеждена, ни одно обращение ученика не может оставаться без отклика. И учитель должен быть на одной волне с молодежью. Сейчас мир меняется. Уже вплотную подошли нейросети, которые мы должны освоить, мы обязаны это освоить. Мы должны идти со временем в ногу, с нашими детьми в ногу, потому что без этого никак. Иначе какой может быть образовательный и воспитательный процесс, если мы будем использовать старые технологии, старые методики? Профессии, связанные с историей и обществознанием, выбирают многие выпускники Оксаны Владимировны. Некоторые ребята уже сами преподают эти дисциплины. Ученики бывшими не бывают, и теплые доверительные отношения у педагога сохраняются со всеми воспитанниками и их родителями. С ребятами я со всеми поддерживаю отношения. На все праздники мне сыпятся куча открыток, и никто не забывает. На самом деле, и я их никого не забыла, конечно. Я всех помню по именам, фамилиям, каждого характер. Свободного времени у нашей героини остается совсем немного. Личной страстью Оксаны Владимировны являются герани. Об этих цветах она знает все. Сейчас у нее порядка 200 растений, и все они разные. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В школах учат не только математике, но и прочим наукам, но и тому, что важнее любой формулы — быть человеком, замечать тех, кому нужна помощь, и не проходить мимо. И сегодня как раз тот случай, когда календарь напоминает об этом напрямую. В России стартовала весенняя неделя добра, время, когда даже маленькое хорошее дело становится частью большого движения. Но не только этим запомнилось 19 апреля в истории, 20 точнее апреля в нашей стране и мира. О других событиях, которые сделали этот день особенным, узнаем далее. На календаре 20 апреля. Сегодня Национальный день донора крови в России. По народному календарю Акулинин день. На Акулину просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по воду, брали с собой пучок полыни, отпугнуть водяных дев. Это день в истории. 1656. В России взамен серебряных монет появляются медные деньги. 1841. Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По. 1843. В этот день вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. А в 1901 году торжественно открыт Большой зал Московской консерватории. В 1922 году в этот день образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии.
В этот день родились Наполеон III, президент и последний император Франции, Вячеслав Чухарев, герой Советского Союза, Павел Луспекаев, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, Вячеслав Фетисов, советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель. Именины сегодня у Акулины, Аркадия, Георгия, Данила и Евдокии. Одна из дат сегодняшнего календаря — День донора. Напоминает о самом простом и важном. Человеческая жизнь и здоровье стоят на первом месте. Эта же идея лежит в основе разговора, который мы сейчас начнем. Только если донорство — это личный вклад каждого, то охрана труда — зона ответственности работодателей и государства. О ней и поговорим. Как сделать так, чтобы люди возвращались с работы домой здоровыми? Какие выплаты положены тем, кто все-таки получил травму? И почему грамотный подход к безопасности выгоден не только сотрудникам, но и компаниям? Обсудим с нашей гостьей. У нас в студии Аина Попова, заместитель начальника отдела организации страхования профессиональных рисков отделения Социального фонда России по республике. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, Аина Алексеевна, отделение соцфонда не только выплачивает пособие, да, но и помогает предотвращать, в принципе, травматизм на рабочем месте. Как работодатели Якутии могут вернуть, может быть, часть страховых каких-то взносов и направить их на охрану труда в текущем году? Да. Работодатели в целях профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний могут компенсировать часть расходов на предупредительные меры за счет средств на обязательное социальное страхование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Правила финансового обеспечения предупредительных мер регулируются приказом Министерства труда России номером 347-Н, согласно которому страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20% от сумм страховых взносов, начисленных страхователем за предыдущий календарный год, и за вычетом расходов на выплату по обеспечению также за предыдущий календарный год. Также объем средств может быть увеличен до 30%, да, при условии, если страхователь включает в свой план санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста согласно пенсионного законодательства Российской Федерации. Данная поддержка, она позволяет многим работодателям, да, систематизировать свою работу в обеспечении безопасных условий труда, так и в целом самой системы управления охраной труда в организации. Угу. А какие сроки, да, у компании, чтобы подать заявление в социальный фонд? Услуга, она у нас оказывается в два этапа. На первом этапе страхователь обращается с заявлением и планом финансового обеспечения предупредительных мер на текущий календарный год. И далее вторым этапом, если страхователь выполнил те предупредительные меры, которые у него были указаны в плане, обращается с заявлением о возмещении расходов на те меры, которые он направил. А какие вообще виды мероприятий, вот этих предупредительных, можно оплатить за счет взносов, компенсировать, получается? Да, мероприятий на финансовое обеспечение предупредительных мер всего 17, да, и по итогам прошлого года наиболее такими востребованными мероприятиями явились это приобретение работникам средств индивидуальной защиты, то есть это спецодежда, специальная обувь, приобретение приборов безопасности, санаторно-курортное лечение, также работников пенсионного и предпенсионного возраста, проведение периодических медицинских осмотров работников и проведение специальной оценки условий труда. Угу. Если травматизм все-таки произошел, да, случился на производстве, что должен делать работодатель и сам пострадавший работник в первые часы после несчастного случая? После таких первоочередных мер
В каждом страховом случае каждый страхователь должен незамедлительно, то есть в течение суток направить сообщение в отделение социального фонда, да, в страховом случае. При тяжелых несчастных случаях и случаях со смертельным исходом, помимо отделения, также извещение о восстановленном порядке направляется в Государственную инспекцию труда республики, в орган местного самоуправления, в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая, Федерацию профсоюзов республики и по территориальный орган Ростехнадзора. Это вот перечень всех тех, кого нужно уведомить. Да, кого нужно уведомить. Что касается самого работника, да, тоже в Трудовом кодексе прописано обязанности работника о каждом случае, угрожающем жизни и здоровью людей. Каждый работник должен также непосредственно своего руководителя ставить в известность. Ставить в известность. Инна Алексеевна, спасибо большое за разговор полезный, потому что, да, охрана труда важная вещь, не просто так она придумана. Вам удачи в вашей работе, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Ну, а об охране труда мы говорили как о защите физической, о здоровье человека на рабочем месте. Но есть угрозы, которые подкрадываются не с завода или из офиса, а через экран смартфона. И бьют они не по спине или рукам, а по доверию, страхам и чувству вины. Да, дистанционные мошенники давно перестали быть просто ловкими обманщиками. Сегодня это тонкие психологи, которые умеют нажимать на нужные кнопки в нашей психике. Как работает их воздействие, почему на крючок попадаются даже внимательные и осторожные люди, и что происходит с человеком в момент, когда он добровольно переводит свои деньги чужим людям. Об этом узнаем далее. Сегодня мы решили углубиться в психологию обмана и рассказать о том, как у дистанционных аферистов получается заставлять своих жертв действовать по их указке. Для этого мы обратились к психологу. Психология мошенников, она заключается в том, чтобы вызывать сильные эмоции. Страх, радость, потеря. У людей что? У людей базовая потребность — это деньги, это их финансы. Они боятся это потерять, это их базовая подушка безопасности. И в основном еще боятся из-за родственников. Там, у кого-то там что-то произошло, повредило, там угрожают или что-то. Люди определенно это боятся и начинают паниковать. И слушаются, что говорит мошенник. Мошенники в основном используют свою авторитетность. Они выступают сотрудниками различных госорганов. Это для того, чтобы человек выбился из колеи обычной своей среды. А далее предлагаем послушать разговор мошенника со своей жертвой и попытаться распознать все упомянутые приемы. Это Наталья, отдел оперативного контроля ФНС. Мы только что с вами вели диалог. Вы, в принципе, понимаете, какая ситуация произошла? Потому что, исходя из ваших умозаключений, у меня складывается впечатление, что вы не до конца понимаете весь объем рисков, которые присутствуют, ну а, соответственно, также порядок действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы отследить доверенность, аннулировать ее, для того, чтобы у вас была возможность обратиться за помощью, вам нужно составить обращение в Росфинмониторинг. Они напрямую не ведут прием физлиц. То есть вы просто, даже если они рядом с вами находятся, вы просто так к ним не придете, не скажете, мне нужно... У нас есть люди, которые работали там. Вот они помогут мне. Ну, какие люди? Вы вообще понимаете, что у вас сейчас происходит? Есть официальный порядок обращения. То есть на данный момент какие-то знакомые в данной ситуации вам не смогут помочь. Для того, чтобы не попасться на любую из уловок злоумышленников, необходимо научиться не верить всей поступающей на телефон информации, особенно если она нарушает ваше душевное равновесие, вгоняя либо в страх, либо в азарт. Привычка задавать вопросы в такой ситуации может спасти ваши финансы.
Да, мошенники воздействуют на наши слабости, страх, доверчивость, желание быстрой выгоды. Но есть люди, чья сила духа и преданность своему делу становятся настоящей противоположностью такой уязвимости. Их имена не связаны с обманом, а наоборот, с честью, риском и готовностью идти до конца. Сегодня в рубрике «История в кадрах» нам откроют героические страницы нашей истории и воспоминания о двух солдатах, чье мужество на поле боя стало символом настоящей преданности профессии и родине. Это Гаврил Дмитриевич Ефимов и Юрий Георгиевич Шафер. Здравствуйте! В годы Великой Отечественной войны из Якутии было призвано почти 63 тысячи человек. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений или пропали без вести. Среди них героически сражался на передовой обладатель ордена Отечественной войны первой степени, кавалер ордена Дружбы и многих боевых наград и медалей Гавриил Дмитриевич Ефимов. На этих кадрах кинохроника «Учитель» Восточно-Сибирской киностудии 1981 года. Гавриил Дмитриевич в 1940 году оканчивает Чурапчинское педучилище по специальности учитель начальных классов. В 1942 году он был призван в ряды Красной армии. Воевал на Северо-Западном фронте связистом 20-й отдельной лыжной бригады 370-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях в районе Старой Руссы. Во время сражения на Ильминском озере он был тяжело ранен. Весной 1944 года рядовой гвардии комсорг роты возвращается на родину и начинает работать в Чурапчинском райкоме комсомола секретарем, а также директором школ Катанахского, Хаяхсыцкого, Аджулунского наслегов. После Гавриил Дмитриевич работал в Якутске руководителем различных организаций. В память о педагоге, ветеране Великой Отечественной войны и труда в селе Чурапча названа улица его именем. Еще один участник Великой Отечественной войны – известный космофизик, ученый Юрий Георгиевич Шафер. Здесь вы видите кадры 1964 года в Восточно-Сибирской киностудии. Юрий Шафер в 1935 году после окончания Томского государственного университета отделения физики направляется на работу в Якутию и до начала войны работает старшим преподавателем, заведующим кафедрой физики Якутского педагогического института. Во время Великой Отечественной войны в 1942 по 1947 год являлся политработником в 16-й воздушной и 8-й гвардейской армиях, гвардии майор. За годы войны был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны первой степени. В 1947 году Юрий Георгиевич возвращается в Якутск, становится заведующим станцией номер 1 Якутской научно-исследовательской базы Академии наук СССР и заведующим лабораторией космических лучей Якутского филиала Академии наук СССР. С 1962 по 1987 год директор созданного по его инициативе Института космофизических исследований и аэрономии при Якутском филиале Академии наук СССР. В городе Якутске его именем названы улицы и Институт космофизических исследований и аэрономии. Храбрые солдаты Гавриил Дмитриевич Ефимов и Юрий Георгиевич Шафер, мы всегда будем им благодарны и будем помнить их имена и то наследие, что они нам оставили. Это была рубрика «История в кадрах», история выдающихся личностей нашей республики. Гавриил Ефимов и Юрий Шафер навсегда остались в истории благодаря своему мужеству. Их имена не забыты, их подвиги бережно хранятся, но есть и другая память не о боях и потерях, а о том, что живет и звучит прямо сейчас, передаваясь от сердца к сердцу. В мире народной музыки время течет по-особенному. Здесь годы пролетают как одно мгновение, если ты поешь сердцем. Именно так 35 лет отмечает сегодня заслуженный ансамбль «Русь». О том, как любимое дело становится домом и судьбой, в нашем сюжете. 3,5 десятилетия бережного дыхания в затылок народной мелодии. Но если спросить у участников, сколько им лет, каждый, не задумываясь, ответит: нам ровно столько, сколько звучит эта песня. Песня, она вообще людей молодит. Кто поет, они вот, это удивительно вообще люди, кто поет, да. Коллектив, люди разных профессий, у всех своя работа, поэтому вот мы собираемся только вечером, будние дни, после 6, даже ближе к 7. У нас работники МВД, солист филармонии Якутии у нас,
Работники Дома дружбы народов тоже у нас поют. Они официально работают, но как бы у меня поют. Медицинские работники. Ну вот, пожалуй, да. А еще у нас девушка юрист. Музыкальное образование не у всех есть, конечно же, да. Но в основном, мы любительский коллектив, у нас это как бы не главное. Главное – наличие музыкального слуха и артистизм. Я на самом деле давно уже сама работаю, как бы у меня основная работа другая немножко, да, совершенно не связана с творчеством, но Русь – это моя жизнь, и музыка – это моя жизнь, и песня – это моя жизнь. Поэтому это вся моя жизнь в этом. Ольга в ансамбле чуть больше 30 лет. Песня спасает ее после тяжелых смен. Врач-реаниматолог, который каждый день борется за жизнь, приходит сюда оттаивать душой. Мне очень нравится, конечно, этот коллектив. Это сейчас уже моя семья. Честно говоря, Вера Васильевна, как профессионал, это просто удивительный человек. С каждой песней может сделать просто конфетку. Вот. И, честно говоря, я даже горжусь, что я нахожусь здесь, потому что все-таки народное творчество, народное пение – это же генетический код, который передается из поколения в поколение. Это народная мудрость, народная и горе, и радость, все это народное. И все это передается в песнях. И я в этом участвую, мне это нравится. Елизавету и Валерия связала музыка, и по сей день идет с ними по жизни. Пока Сергеевы выступают на сцене, дочка ловит ритм за кулисами. Для нее репетиция – это просто папа, мама и музыка. У нас также еще есть подрастающий коллектив, это детский фольклорный ансамбль «Русь». Ну и, конечно же, наши маленькие дети, которые постоянно с нами находятся на репетициях, на концертах и уже поют наши песни, которые поем мы. Коллектив за эти годы уже стал как семья. Это вот все мы тут какие-то сестры, братья, мамы, бабушки. Русь – это семья. Эти слова здесь не ради красивого словосочетания. Когда поешь рядом на протяжении 35 лет, начинаешь слышать не только голос, но и биение пульса соседа. Здесь не бывает чужих. Если у кого-то беда, Русь подхватывает. Если праздник, гуляют всем миром. Солист филармонии, тогда еще 18-летний Алексей, пришел спеть с ансамблем всего одну песню. В итоге остался здесь на 20 лет. Сегодня в его репертуаре самые разные музыкальные жанры, но народные песни роднее и ближе. Просили меня там спеть одну песню на концерте. Я спел. Потом еще попросили спеть. Я выучил партию, пришел, спел. Вера Васильевна знает, что я раньше пел в хоре мальчиков при президенте еще по детству. А потом я к ней подошел и спросил: Вера Васильевна, мне постоянно надо теперь петь у вас? Она говорит: да. Ну и как-то так я остался, и я думаю, что если бы мне не нравилось, я бы, наверное, не ходил. То есть это вот как бы моя такая отдушина, ансамбль «Русь». Благодарен очень Вере Васильевне в свое время, когда она меня пригласила хотя бы на одну песню, но так получилось, что я остался на 20 с чем-то лет. Я этим занимаюсь большую часть своей жизни. С классической музыкой я познакомился не так давно, когда пришел работать в филармонию в 2019 году. И как-то все-таки ближе мне русские народные песни. Репертуар ансамбля как полноводная река. Несомненно, это народное этнографическое творчество, авторские песни, а также романсы. Но главный сюрприз – это новые песни. Уставшие после репетиций, взволнованные перед юбилейным концертом, но абсолютно счастливые. Потому что когда поет Русь, поет душа Якутии. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. «35 лет общей песни превращают группу людей в одну семью, где слышат не только голос, но и биение пульса соседа. Но за любой историей, за каждым выходом на сцену и каждой нотой стоит человек, который все это когда-то задумал, собрал и повел за собой. У нас в гостях Вера Помогаева, художественный руководитель народного вокального ансамбля «Русь». О том, как рождался коллектив, в чем секрет его уникального звучания и почему народная песня не сдает позиции даже в эпоху цифровых технологий, мы поговорим сегодня. Доброе утро, Вера Васильевна. Доброе утро. Сразу, как уже заявились, как вообще все это началось, как история создания ансамбля «Русь»?
Началось Во-первых, всё- с праздником, что же я Спасибо. совсем Спасибо. с юбилеем. Спасибо, да, у нас юбилейный год в этом году. Предстоящий. Мгм. Да, это очень радостно. А начиналось все просто. Я закончила институт, и встал вопрос, где работать, куда ехать. Но распределения в Якутии у нас не было, но тем не менее сюда приехал, так как мой муж здесь работал. И так получилось, что придя на работу, тогда был Дворец культуры и техники, там был большой хор. Вот, я туда устроилась как хормейстер, занималась этим хором. Но мне всегда было интересно заниматься с камерным коллективом. Хотелось, вернее, после института у меня была мечта такая. Вот. И так получилось, что изъявили желание люди со мной заниматься в малом составе. И мы сразу начали мою любовь народную песню, этнографический материал воплощать в жизнь. Вот таким образом несколько человек собрались, нас тогда было 13 человек, в 90-м году под другим названием. А в 91-м году уже стал самостоятельный коллектив «Ансамбль Русь». И вот уже ему 35 Вот уже лет. 35 лет пролетело, как один миг. Ну, как вы подбираете голоса? Я про это тоже думаю, как-то интересно у меня в коллективе складывается. Я сначала думала, что это как-то интуитивно. Но на самом деле, конечно, не интуитивно. Приходят люди, я слушаю тембры и стараюсь их расставить так, чтобы звучало это все. Это уже профессиональное такое, да, видение. Вот. А в целом у нас, можно сказать, семейный коллектив начинался. У нас раньше мама и дочь пели. Значит, мама и сын сейчас поют, кстати говоря, Солдатовой. Вот. И это же тоже родственные связи, они тоже дают такой вот, да, момент, такой певческий тоже, звучание. Вот. Ну а тут уже дело профессиональное, как бы, да, расставить так голоса, чтобы они звучали правильно. И уникально. Ну а как вы в целом думаете, да, вот интерес к народной песне, он угасает или еще больше становится? Или, в принципе, он всегда был актуален и сильно тенденция не меняется? Знаете, я думаю, это всегда было, есть и будет актуально. Почему? Потому что народные песни — это наши корни, это наша жизнь. Ну, как сейчас модно говорить, наш культурный код. Вот. И без этого никак. Абсолютно. И народная песня же дает много. Это народную песню нельзя петь просто как-то там, да, ее запел один человек, другой подхватил, все, и уже пошла вот эта, аккумулируется энергия просто сумасшедшая, и люди уже не могут без этого, наверное, да. Вот поэтому так. А как часто ансамбль гастролирует, да, и, может быть, какие-то самые яркие впечатления встречи со зрителями были? В последнее время у нас нет, к сожалению, возможности часто гастролировать, но при первой возможности, конечно же, мы гастролируем. Вот. Но вот в недавнем прошлом у нас были очень интересные гастроли, много. По Якутии мы объездили, можно сказать, всю Якутию. Вот. А самое такое запоминающее, это была у нас поездка в Мексику. Это мы вспоминаем до сих пор. Да. Ничего себе. И мы целый месяц там были, мы объездили половину Мексики, по-моему, больше 20 штатов мексиканских мы объездили. Вот, нас там принимали очень просто вот прекрасно, и я вот уже кому-то даже много раз рассказывала, что мы там в тот период у нас в репертуаре была песня, но у нас сейчас есть песня про коня, всем известная, с группы Любэ. И мексиканцы, не зная ни одного русского слова, плакали, потому что они говорили, там все понятно, музыка, все понятно. Вот удивительно. И эта поездка, она была очень интересная, конечно. Ну, много других было поездок интересных, да, где мы, конечно же, показываем все, что самое наше любимое, что не можем воплотить иногда на обычных концертных площадках. С этим хочется поделиться, да? А в юбилейный год какие-то сюрпризы готовятся для слушателей? Ну да, конечно, мы же развиваемся, и народная песня в чистом виде, может быть, она не для всех интересна, потому что иногда акапельное пение, допустим, оно все-таки подходит больше для камерных залов, и это все-таки не все могут долго это слушать, не все понимать. Хотя, я говорю, красиво, если коллектив исполняет, это всем интересно. Вот. Но мы стараемся народную песню все-таки как-то в современность приводить, делаем аранжировки,
современные с народной песней. И, кстати, наоборот, мы иногда берем современные песни и делаем их в стиле народном. Это тоже очень интересно. Так что в этом концерте это все прозвучит. Приглашаем всех. Вера Васильевна, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. С праздником еще раз, Спасибо с юбилейным большое. вас годом. Спасибо Всех вам, участников благодарю. ансамбля передаем огромный привет. Все талантливые ребята, но мы убедились Да, мы сюжетом. смотрели. Ну и, конечно, непрерывных творческих успехов, наверное, так Спасибо я скажу. большое. Спасибо. Вот. Ну а мы далее передадим слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Учебный год для школьников надо продлить на 2 недели до середины июня в формате творческих и внепредметных занятий. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, такие занятия при этом должны достойно оплачивать учителя. Это могут быть самые разнообразные занятия: творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество, считает замсекретаря ОП. По его словам, на многие внепредметные занятия во время учебного года не хватает времени. Школьники попросту перегружены занятиями. Поэтому идею творческой 5-й четверти можно обсудить и хотя бы на 2 недели июня до 15 числа на это отвести. А возможно и весь июнь, сказал Гриб. Россияне в прошлом году резко нарастили использование наличных в 69 российских субъектах. Резкий спрос на наличные был зафиксирован в прошлом году в Ставропольском крае и Севастополе. В пятерку лидеров также вошли Камчатка, Воронежская и Псковская области. До этого Центробанк зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте. Из документа ЦБ следует, что объем находящихся в обращении у россиян наличных по итогам марта увеличился на 300 миллиардов рублей, а в феврале на 200. В 38-й школе столицы состоялся 4-й республиканский конкурс «Полиглот». В лингвистических испытаниях приняли участие ученики с 8 по 11 класса из 10 школ города и разных районов. Каждому предстояло продемонстрировать владение родным, английским и вторым иностранным языком на выбор – французским, немецким или китайским, который пополнил ряды в этом году. Программа включала интеллектуальный блиц-турнир и лексико-грамматический тест. Могу сказать, как человек, который вот впервые пришел, который не так давно начал изучать языки, и мне, конечно же, я волновалась, грубо говоря, очень сильно волновалась. Но при этом могу сказать, что какая-то атмосфера здесь очень доброжелательная, располагающаяся. И своим поступком даже, своим участием я хотела доказать некоторым людям то, что не стоит бояться изучать языки, не стоит бояться начинать их учить и так далее. Все с чего-то начинаем, и обязательно, главное, надо пробовать себя в чем-то новом. К тому же говорить на многих языках – это очень интересно. Артисты Якутии выступили на исторической сцене Большого театра в рамках международной премии «Браво». Якутяне приняли участие в церемонии в качестве специальных гостей, представив уникальную культуру региона. Солистка театра, оперы и балета Екатерина Корякина исполнила первую песню Туяра Макуо из оперы «Нюргун Ботур». Также артисты театра Улонхо продемонстрировали игру на традиционных якутских музыкальных инструментах – хамусе и кырымпе. Премия «Браво» является престижным международным событием, объединяющим выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира. В мероприятии ежегодно участвуют артисты оперы, балета, академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки. Впечатления просто самые-самые лучшие, самые незабываемые, можно сказать, потому что это настолько престижная премия, это настолько высочайший уровень. И это такой огромный масштаб. Мы выступили на одной площадке вместе с мировыми звездами оперы, которые вот мы смотрим, вот, да, можно сказать, только вот по телевизору и так далее.
Спасательный жилет выжившей пассажирки «Титаника» Лоры Мейбл Франкотелли продали на торгах за 770 тысяч евро. Итоговая стоимость лота на аукционе Henry Eldridge & Son в британском Девайзисе почти в 3 раза превысила стартовую цену в 287 тысяч евро. Как сообщает Irish Times, жилет считается одним из немногих уцелевших на затонувшем лайнере. Его владелица, пассажирка первого класса, спаслась в шлюпке номер 1 после столкновения судна с айсбергом. На самом жилете сохранились подписи самой Франкотелли и еще 7 пассажиров той же шлюпки. Артефакт десятилетиями был семейной реликвией, пока 20 лет назад не попал в частную коллекцию. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Перед выпуском новостей мы поговорили про юбилей народного ансамбля «Русь». Но вообще в традиционной культуре всегда находилось место и приметам, и знакам, и попыткам заглянуть в будущее. Кто-то относится к этому серьезно, кто-то с улыбкой, но согласитесь, в начале недели каждому интересно, что звезды приготовили на ближайшие 7 дней. Неважно, верите вы в гороскопы или просто ищете повод улыбнуться, мы подготовили прогноз для всех знаков зодиака. Смотрим, узнаем и планируем свою неделю. На этой неделе Овнов ждет мощный прорыв в карьере. Старые препятствия наконец уступят дорогу, но для этого потребуется вся ваша целеустремленность. Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на главной цели. В середине недели возможен эмоциональный разговор с партнером. Выслушайте, а не доказывайте свою правоту. Это сохранит гармонию. Финансы стабильны, но крупные траты лучше отложить. Тельцы. Вас ждет неделя вдохновения и новых горизонтов. Поездки, переговоры или учеба принесут неожиданные плоды. Не бойтесь менять планы, судьба ведет вас в нужном направлении. В личной жизни возможна судьбоносная встреча или глубокое откровение с близким человеком. Главное быть честным с собой и другими. В выходные уделите время отдыху на природе. У близнецов неделя будет связана с общими ресурсами и финансами, возможны выгодные предложения о сотрудничестве или неожиданная премия. Однако будьте бдительны, не доверяйте сомнительным источникам. В отношениях наступит период глубокого доверия и страсти. Вы сможете решить старые проблемы, если пойдете на компромисс. В выходные вас ждет приятный сюрприз от друзей. На этой неделе у раков партнерство выходит на первый план. Деловые и личные отношения потребуют вашего внимания и дипломатии. Не настаивайте на своем. Совместные решения окажутся вернее. В середине недели возможен творческий подъем. Не упустите момент для реализации смелой идеи. Прислушайтесь к своей интуиции в финансовых вопросах. Она вас не подведет. У львов неделя потребует собранности и дисциплины на работе. Рутина может казаться утомительной, но именно она заложит основу для будущих успехов. Не пренебрегайте помощью коллег. В личной жизни вас ждет период романтики и легкости. Одинокие львы могут встретить интересного человека. В выходные лучшее лекарство, смена обстановки и активный отдых. Девы. Эта неделя – время творчества и самовыражения. Смело беритесь за нестандартные проекты. Ваши идеи оценят по достоинству. В любви будьте готовы к откровенным разговорам, которые укрепят ваш союз. Финансово благоприятное время для старта новых проектов, но избегайте спонтанных покупок. В конце недели возможна небольшая поездка, которая подарит яркие впечатления. На этой неделе у весов главный фокус на доме и семье. Возможно, потребуется решить бытовой вопрос или поддержать близкого человека. На работе не идите на конфликты. Ваше спокойствие является главным козырем. К концу недели придут хорошие новости, связанные с финансами или личными проектами. Скорпионы. Неделя будет насыщена общением, поездками и переговорами. Ваше умение убеждать поможет заключить выгодную сделку или наладить важную связь. В середине недели будьте внимательны к словам. Одно неосторожное высказывание может привести к недопониманию. В личной жизни царит гармония. Используйте это время для романтических свиданий и глубоких бесед. У стрельцов на этой неделе в центре внимания финансы и материальные ценности. Вы сможете увеличить доход, если проявите инициативу. Однако избегайте авантюр и не поддавайтесь на сомнительные аферы. В отношениях наступит период затишья. Насладитесь спокойствием и стабильностью. В выходные вас ждет неожиданное предложение, которое круто изменит планы. В центре событий на этой неделе Козерог. От вас ждут решений и лидерства, и вы справитесь.
Не бойтесь брать на себя ответственность. В личной жизни возможны небольшие трения из-за вашей занятости. Уделите немного времени близким, чтобы рассеять их сомнения. Конец недели идеален для планирования и постановки новых амбициозных целей. Водолеи. Эта неделя потребует уединения и анализа. Лучшие идеи придут к вам, когда вы останетесь наедине с собой. Не форсируйте события, дайте всему созреть. В середине недели возможна помощь от друга или наставника, которую не стоит отвергать. В любви важно доверие. Не давайте волю ревности и подозрениям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Рыбы. Неделя принесет активную социальную жизнь. Встречи, новые знакомства и коллективные проекты будут успешными. Не отказывайтесь от приглашений. Вас ждет полезное деловое знакомство или интересная встреча. Финансы потребуют внимательного контроля. Избегайте долгов. В конце недели вы получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Ну, надеемся, что-то, хотя бы то, что заставило вас улыбнуться в гороскопе, вы услышали. Так. А может быть, ты услышала? Я услышала, Ты да. услышала, Я вот себя запрограммировала уже на все хорошее. На все хорошее, все отлично. Вот. Ну, а в первую очередь все-таки не стоит забывать, что все всегда зависит в первую очередь от нас, поэтому просто настройте себя, что все будет классно, делайте то, что вы должны делать, все обязательно будет получаться и будет так, как должно быть. Мы желаем вам, чтобы вот это, как должно быть, было только замечательным, прекрасным и доставляло удовольствие, и хорошего дня, просто чтобы с улыбкой он прошел. Да, ну и не забывайте про наш канал Макс. Если вы что-то пропустили или хотите узнать что-то новое, то добро пожаловать. Подключайтесь, будьте с нами всегда 24/7. Увидимся завтра. До завтра.